Сложная ситуация, которая сложилась сегодня в Косово, волнует многих россиян, и я не исключение. Но что мы, простые граждане, можем сделать для того, чтобы помочь сербам, когда там задействованы самые крупные политические силы мира? Размышляя об этом, я с удивлением узнал об инициативе Новотихвинского монастыря, города Екатеринбурга. Вот уж кто действительно абсолютно вне политики. Однако они записали диск патриотических и военных песен на сербском языке. Я послушал и убедился, что это звучит глубоко искренне и очень красиво. И у нас сегодня в студии монахиня Новотихвинского монастыря, сестра Сафрония. Здравствуйте. Добрый день. Скажите все-таки, почему такая неожиданная инициатива? Монахини традиционно поют всегда именно богослужебные песнопения. Но дело в том, что наши сестры, они побывали в Сербии сами. И они сами познакомились с этими людьми, сами узнали этот народ. И настолько глубокое впечатление на них произвело вот именно общение с этими людьми, их радушие, их гостеприимство, их какая-то удивительная любовь, теплота по отношению к русским, что они не могли не сделать ответного шага. Когда мы видим, когда кто-то страдает из наших близких, родных, то мы сочувствуем ему естественно. Для нас это не какой-то показной шаг, для нас это веление сердца. Что мы можем как монахи, что мы можем сделать от себя? Конечно, с одной стороны, мы можем помочь молитвой, потому что молитва – это профессия монаха. Но помимо этого нам захотелось духовно поддержать сербов еще тем, что мы исполним их песнопение на их. Для них это вот на самом деле может быть даже важнее, чем какие-то политические акции. Для них это может быть даже важнее, чем финансовые вложения в их страну. Например, мы на нашем сайте монастыря Сестры.ру выложили этот диск. И я получаю такие отзывы, ну так как я за сайт отвечаю, получаю такие отзывы, например: «Слушаю ваш диск, сестры, и плачу. Александр, Сербия, Белград». Но здесь очень важно, что сестры сами подошли с огромной любовью к этому делу, потому что даже то, что вот они так быстро выучили сербский язык и поют так, что сербы говорят сами, что они совершенно без акцента поют, это ведь дело не просто техники, это дело именно внутреннего большого расположения, желания спеть. Чуткости. Ну, конечно, любви, именно любви. И когда вот иногда спрашивают так, что зачем вообще вы вмешиваетесь в политику? Но на это нам нужно совершенно четко сказать, что мы не поем о политике, мы поем о любви. На самом деле сестры поют именно для сербов об их родной земле, потому что их песни, они, несмотря на то, что созданы в такие очень трагические, сложные времена, и все они действительно большей частью военными являются, тем не менее в этих песнях такой дух православия, такой дух самоотвержения, любви к родине, любви к своей земле. Они знают каждую пять своей земли. И это просто подкупает. Мы в России даже в этом отношении немножечко, можно сказать, что сестры были ну, как бы огорчены тем, что мы в России хуже знаем свою историю, чем сербы знают свою. Они действительно знают, за что их предки сражались, чего они добивались, и они это ценят. К сожалению, хор Новотихвинского монастыря не смог приехать к нам в студию, и поэтому наша группа сама поехала в город Екатеринбург. Уж лучше один раз увидеть, а на самом деле лучше и увидеть, и услышать. Свой
Сестра Сафрония, мы можем сказать то, что вот молитва, любовь, родное чувство по отношению к сербам и та энергия, которая рождается в сознании и в сердце человека, все-таки смогут победить ту несправедливость, которая окружает эту дивную, особенную, с такими традициями потрясающей красоты страну. Но мне кажется, на самом деле, что здесь все глубже. И если мы будем искать просто прямолинейного решения, что давайте как-то соберемся, и чтобы у Сербии все было хорошо, здесь на самом деле пути Господни неисповедимы. И вот я просто хочу напомнить такую сцену, которую знает каждый серб. Это тот исторический выбор, который сделал однажды князь Лазарь, именно на Косовом поле. Перед всем известной Косовской битвой ночью ему было явление. Неизвестно, возможно, ему явился сам Господь, возможно, ему явился ангел Божий. И он его спросил: «Царь Лазарь, вот сейчас, здесь, ты можешь выбрать, что ждет твою страну в будущем? Хочешь, чтобы твоя держава была могущественной, властной, чтобы ее все боялись? Или ты хочешь, чтобы все твои пастыри и пастухи, чтобы все твои жены и младенцы, юноши и воины предстали пред лице Господне и просияли в Его царстве тихим невечерним светом?» И царь Лазарь помолчал и сказал: «А что нам весь мир, если Христос отвернется от нас?» Таким образом, он решил участь своей страны навсегда, что она останется навсегда со Христом, даже когда она будет страдать. И поэтому здесь искать каких-то легких решений, наверное, это не совсем уместно. Как Господь решит? Если нужно Сербии еще испить чашу, возможно, это будет. Мы, конечно, надеемся, что на какое-то еще время Господь смилуется и пощадит Сербию, пощадит этот народ, к которому мы испытываем самые теплые чувства, просто действительно братские. Спасибо большое, сестра Сафрония, что вы пришли, и мы от всего сердца желаем вам вдохновения в вашем благородном труде.